И сейчас мы возвращаемся в Иерусалим. Там произошло чудо. Во всяком случае, именно так произошедшее расценивают в церкви. Только что в храме гроба Господня сошел благодатный огонь. Кадры, которые вы сейчас видите, мы получаем в режиме реального времени из Иерусалима. Я напомню, что огонь сходит каждый год в Великую Субботу накануне Пасхи в храме гроба Господня. И, по словам священнослужителя, он появляется необъяснимым образом и свидетельствует об истинности веры. Храм вмещает до 7 тысяч человек, но в Иерусалим в эти дни приехали десятки тысяч верующих. Все остальные, все, кто не вошел в храм, стоят на улицах. Под открытым небом проходят богослужения. На больших экранах, которых развесили по городу, завели прямую трансляцию с храма. За порядком в Иерусалиме сегодня следят около 3000 полицейских. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Надо сказать, что о чуде молятся несколько часов на разных языках. Люди исповедуются. По традиции бьют в барабаны, выкрикивают речевки, и даже устраивают традиционные потасовки. Огонь сошел всего несколько минут назад, и я напомню, что кадры, которые вы сейчас видите, мы получаем в режиме реального времени из Иерусалима. В храме, безусловно, есть и россияне, в том числе представители официальной делегации из России. Частицу благодатного огня доставит сегодня поздно вечером спецрейсом в Москву. Наш канал планирует показать и это в прямом эфире. Из Внуково огонь развезут по храмам столицы и других городов. Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя сегодня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Важно отметить, что сегодня пасхальные службы пройдут и в католических, и в протестантских храмах. В этом году празднование Пасхи по срокам совпадает.